Ребята, всем привет! Это снова я, а это снова вы. И мы с вами в очередной раз на Платнике в Илеве. Какая обстановка? Значит, вышли мы на воду в 10 часов. По приезду возле плотины, возле самой дамбы, где-то больше 20 лодок уже на воде рыбачат люди. Поэтому мы приняли решение уйти в хвост пруда и будем рыбачить здесь. Помимо нас здесь еще две лодки. Думаю, здесь будет рыбачить более комфортно, нежели там. Потому что там кидают в друг друга, буквально. Я сегодня с Юрой. Вон он сзади меня. У Юры такая же лодка и такой же мотор, как у меня. Значит, в конце прошлого сезона мы с ним рыбачили. Он посмотрел мой комплект, ему понравился, и он за зиму накопил, так скажем, и купил себе такой же комплект, как у меня. Ну что, начнем рыбачить. Значит, ну как начнем? Я-то уже поймал одного щурка, сейчас вставлю фотографию небольшого. Вот, а у Юры пока поклевок не было. Ну все, поехали. Сейчас посмотрим, что клюет в хвосте пруда. Более-менее. Я пока тут менял приманку. Ага. Доставал приманку, Юрик тут завалил щурка. Мы связали лодки и дрейфуем. Сегодня ветра как такового нет, тепло. Так, и вот и Юрик, короче, поймал. Я поймал щурка, ну поменьше, наверное, в 2 раза, ага. И Юрик поймал. Так, ну ладно, что, тоже покидаю пока. Юра отцепляет. До этого я кидал кислотник. Поклевок не было здесь. А у Юры клюнул на натуралочку. Воблер Суёки, проверенный. Копия орбита 110. Вот на такой вот воблер, Филиппинки. значит, Суёки. Реплика на Орбит 110. Суёки Ватсон. Юр, у тебя спиннинг упал в воду. Чуть не утопил. Подводная. Да. Утопим. Сейчас бы плавали, доставали бы, да. Ловись, рыбка большая и маленькая. Зачем куканишь-то? Юр, зачем куканишь? Отпускать? Отпускай, конечно. Потом отпустим, ничего не будет. Ага, Юрий хочет накопить, короче, и потом целую кучу сфотографировать и отпустить. Ну, хозяин-барин. Хотим уйти вообще в самый хвост сейчас, посмотреть, как там дела. Ну, будем туда смещаться, в ту сторону. Якоря еще даже не бросали, идем в таком в легком дрейфе.
Ха, убежал. Опять поднялся ветер, ребята, как позавчера. Мы прям в самом хвосте вот этого Илевского пруда находимся с Юрой. Юра поймал еще одну щучку, были у него поклевки. И у меня сейчас вот был сход небольшого щурка. Так себе рыбалочка что-то. Якорь не держит. Иду с плавом. И поклевки вот в основном на натуральные воблеры. По крайней мере, мне так показалось. На беленькие. Есть, ребята. Есть, ослаиваем фрикциончик. Такой с ударом клюнул, ничего себе. Опа! Вот такой вот зверек схватил. Воблер Эльминул 66-й. Не знаю сейчас, как его тут отцепить. Да, что-то как-то, чтобы его маленечко, блин, не разорвать как-то. Вот такой вот зверек маленький. Ну и один только что сошел у вас на глазах. Отпускаем его. Пробовал разные воблеры, что-то ничего не клюет. Ну вот на Эльмину сразу две поклевочки. Будем надеяться, что как бы это ключик к сегодняшней рыбалке. Юзури. Так. Есть термос целый. Не надо. Ага. Так, кофе. На большой термос. И еще у нас на перекусить суморевский поросенок. Хлеб давай черный. Ты говоришь на хабр? Да, хлеб черный давай. Хлеб я себе взял, подсел. Все, Юран хлеба взял, а то дома черного хлеба нет. Говорю, возьми хлеб, сал да есть. Завтра туристы. Да. Вкусняшки.
Юрану говорил, еще одного щурка увидел, сорвался возле лодки прям. Маленький, да. Да, возвращаемся из хвоста, ребята. Значит, в сторону туда машин. Подошел мужчина на бензиновом моторе. Поймал там на основной чаше, так скажем, там 3 щучки таких, ну, около килограмма. Ну, наверное, будем туда смещаться потихоньку. Здесь вот клюют хвосты вот такие маленькие. И то так, скажем, одна поклевка в час, блин. Хорошего клёва что-то здесь нет. Ну вот отсюда вижу 1, 2, 3, 4, 5 лодок. Там вот только вижу. Ну там еще, наверное, за поворотом возле плотины еще. То бишь по приезду, я вам говорю, было больше 20 лодок. В друг друга кидаются там. Поэтому было принято решение уйти сюда в хвост. Мы приехали не за рыбой, мы приехали на рыбалку. У Юры срезала колебалку. Есть, ребята. Вымучил, блин, щурка, думаю, небольшого. Ну, маленький, да, на 130-й воблер. Я уже думал, никогда это не случится, блин. Тем более уж поклевку увидеть на камеру, чтобы еще заснять. Чуть больше воблера щурок. Прям на самом выбросе клюнул. На ререндж. Или как он называется? Оба. Ререндж 130. Вот такой вот щурок. Все, давайте его отпускать. Все, бегом домой. Тю! Плыву к Юре. Мне показалось, что он там вытащил тоже щурка небольшого. Юран куканит. В принципе, он отпустит эту рыбу, она ему не нужна. Но в Юрике живет еще старый хапуга. Да, куканит, что-то поймал маленького щурка какого-то. Ага, Юран тут он уже самодельную мандулу примострячил. Давай, давай, сейчас все кусты тут нарядишь своими мандулами. Так, ну что, еще один карандаш у меня на крючке. Время 3 часа без 15. Тихо, 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 тихо. Воблер Realis Jerkbait. 120-й суспендер. И вот такой щурочек. Сейчас я его щелкну. И мы его отпустим с вами. Так, как нам его? И отпускаем.
этого щурка. Поклевка слабая, как бы. Еле-еле прям тюк и повис. Ну все, ближе к машине. Сейчас будем потихонечку смещаться. Главное дело, по всей видимости, попасть вот под нос, и он хватает, щурок. Ну, очень плохой клев, по крайней мере, у нас. Ну, Юра постоянно меняет приманки, чаще, чем я даже. И тоже у него не особо клюет. Там у мужиков, не знаю, клюет, не клюет. Но говорят, там получше рыбалка. Оба! Юра там борется с таким же щурком опять. Я к нему, он от меня, блин. Сейчас опять поеду к нему. Вот такого. Значит, куканит он их по какой причине? Пообещал женщинам на работе угостить их щукой. Они говорят: Юра, ты там рыбак, на рыбалку ездишь, привези нам, говорит, щуки. Вот такие дела, поэтому Юра там куканит, будет угощать женщин на работе. Еще забросик. И сместимся. Ловись, рыбка большая, маленькая. Ага. Был какой-то контакт сейчас. Непонятно. Эх, Юран там только встал на якорь, опять тащит кого-то. Он ловит на один воблер, блин. Вот на который поймал первую щучку. Реплика которой на Орбит 110. Все, красава, на кукан. Ага. И я поймал, ребята, и я поймал тоже. Ай, иди сюда. Ах, сошел. Ну ладно, все равно бы его отпустил. Оба. Уж не выход ли это? Но поклевки вялые. Щука неактивная еще так, чтобы вот прям с ударом дубасила. Просто подвисает. И сейчас вот она зажевывала, как будто вот я дал ей маленько вот подсек, но, видимо, слабовато. Ну и щурок был небольшой. Да, прозанимались мы ерундой. Вон там в конце, там вообще мелко-мелко. Здесь вот поглубже, я думаю, 2,5 метра, наверное.
судя по якорной веревке. Смещаемся, ребята, и очередной щурок клюнул. Маленький, да. Прям форсирую, как бы. Сойдет, как бы. Маленький. Вот такой щука-убийца. Клюнул, ребята, у меня. Оп. Тихо. Щука-убийца клюнула. Это у тебя воблер до реализа, да? Да. Понятно. До реализ джеркбейт 120. Так, где у меня цеплялка? Хирургический зажим, ну, карцанг, остался в зимнем ящике. Я же теперь еще и жерличник. Начал заебаться тут зимней рыбалкой, завел жерлицы. Что-то туда перекуковало. И зевник тоже. Ребята, немножко повредился он, но я думаю, что выживет. Все, отпускаем его тоже домой. Сейчас уже будем, наверное, заканчивать. Покидаем еще минут, может быть, 30-40 и будем сворачиваться. Юра поймал такого же щурка. Маленького молочного. Тоже на кукан, ну живодер. Прям щучки-то все ровненькие, все одинаковые, ну какие-то одногодки. Че клюет? Болт, да? Ну и что за весь день чего? Что наловили за весь день? Нет, ну я так хорошо наловил. 4 щучки. Ну и отсюда обеда был. Ну здесь, да? На воблер не хочет клевать. Почему? А на чё клюет? На вертушку? Нет, на колебалочку. На клевалку? Нет, мы на воблер-то клюет, ну вот такая же дребедень. Товарищ у меня он там закуканил, штук 6, наверное, или 7 таких. Я-то отпускаю, мне не надо.
Понятно. Мне это надо. Поймать жида, скажи, ты где ты нахуй был? Ты, да ничего не поймал. Что-то оторвал. Так, как выйти отсюда? Непонятно. Так, ладно, надеюсь, не промокну. По-быстрому вот так вот, хоба! Хоба, хоба, хоба! Да. Лучше было бы одеть резиновые сапоги. Вот и подошла к концу наша очередная рыбалка. Ну что могу сказать? Поездка была направлена на то, чтобы Юра обкатал свой новый комплект. Потому что у Юры нет своего автомобиля. И он не может самостоятельно выбираться на водоемы. Это была основная задача. Юре очень понравилось. Обалденно, говорит, комплект вот с электромотором для таких водоемов самое то. Конкретно по рыбалке, значит, с утра, во сколько с утра? В 10 часов мы приехали. На воде уже было более 20 лодок в районе плотины. Поэтому мы приняли решение уйти в хвост пруда этого. Покидали, не клевало особо, мелкие щурки. И уже обратно, когда возвращались, нет, у нас поклевывали шнурки. Они все одинаковые, но такие одногодки, небольшие. У Юрия на Кукане вот видно это. Значит, подъезжал к двум рыбакам, спрашивал, как у них. Значит, за весь день один товарищ поймал 4 щучки. Считает, что это он удачно отрыбачил. Значит, к одному подъезжал, у нее щука на кило 700, и еще 2 шнурка попалось. Вот, значит, где-то лет 6 назад здесь щука клевала на каждом забросе. Но ее всю куканят, увезли, съели, и поэтому здесь рыбалка стала никакущая. Я не знаю, съели, короче, здесь всю рыбу и доедают остатки. Вот так вот. В целом мы остались вылазкой довольны. Нерестовый запрет продолжается, поэтому и такой рыбалке мы остались рады. Все, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, вниз, если хотите. И до новых встреч. Пока-пока.